4 полосы с односторонним движением и тротуаром. О таких преображениях жители и не мечтали. Каждая из 4 полос в 3,5 метра, в общем ширина дорожного полотна составила 14 метров. По всей протяженности дороги установили бордюрный камень. 2 недели назад начали укладку асфальта. На данный момент она практически завершена. Ремонт улицы имеет стратегическое значение для города. Благодаря ей заметно снизится нагрузка на центральную улицу Асканова. Вообще город нуждался в этой дороге, потому что у нас 2 дороги только сквозные. Это сквозная улица от физкультурной, значит, до промышленной улицы. Вот. И в связи с этим, значит, отсутствие этой дороги, вернее, плохое состояние этой дороги, машины, водители, собственники ездили по одной улице, это улица Асканова. Соответственно, уже и пробки, и неудобства для водителя было. Благоустроить улицу планировали еще 12 лет назад. В 2010-м разработали план ремонта, а также подготовили основания под асфальт. Но дальше дело не пошло. Не хватило средств. В этом году за решение вопроса взялись по поручению главы региона. Позже Махмуд Али Калиматов сам лично наблюдал за строительным процессом. Это правая полоса отдельно разъединенная. Это двустороннее движение. Знаки уже устанавливают. Уже сегодня две полосы, да? Да, необходимые знаки сегодня установили. У нас 2 полосы. Да. Столбы заказаны уже, заводские столбы. Они у нас световые. Да, эти 2 лампы на каждом столбе. Потом землю завезем, все это определим. А здесь школы, что-нибудь есть у нас? У нас 18-я школа, Махмуд Али Мухши. Вот сейчас прямо заезжая с правой стороны, дорога идет. Вот туда вправо. Как раз да? соединение, тротуар, асфальт, здесь 3-4 дороги соединяются. Это вот большое дело, потому что дорога это настолько поэтому Хамадхану Хамбартл Халт Едарига Ди Ваймулу Хаду Хам Наха Хадеждуша. Благодаря ремонту улицы жители восточной части города быстрее смогут добираться домой. Многие автолюбители делали большой крюк через центральную улицу, ведь по этой трудно было проехать из-за отсутствия должного покрытия. Намного удобнее, не приходится заезжать в центр города. Существенно разгруженное движение в центре города. Очень хорошая дорога, качество очень хорошее. А ты где живешь? Я здесь непосредственно близости, на следующей улице живу. Раньше как приходилось ездить? Раньше приходилось ездить через центр города. Какой крюк? Ну, лишних 2 километра, можно сказать. Все работы на объекте, включая укладку тротуаров и озеленение улицы, планируют завершить до конца октября. На это выделено около 40 миллионов рублей. Здесь также планируют провести освещение, которого ранее не было. На протяжении всей улицы была лишь пара фонарей, делятся местные жители. Да, именно с дом будешь бегать тус. Ханзерч агулок декер, але мачки асфальт абуллар тун узда мелвахца, горди мелвач акметя. Да, центре голмух и дарик мешинш. Ханзерч аппарата юк. Хал прямо аштах мамш дизус. Агулок декер. Аш буду чо тротуар хам валмаш барус тaqiyam. أو إغولدا أوتوستانسي غولدا حتى أوزول داري خواتي جاورين بروز أوز вообще نجامة مشين ليلتر هنشوا ديك نقدر عليها ماشكي دالي والي دجمال دي هاتشوا ير أبول شوا. Эта улица больше известна как Херсонская, но недавно ее переименовали. И скоро на фасадах домов появятся таблички с именем капитана Салама Миржоева, который здесь жил. Он героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С инициативой о переименовании улицы в администрацию города обратились местные жители. Их просьба была одобрена лично главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.